Рената Муха. Вы ничего не слышали о маленьком пингвине? А он на крайнем севере, на самой крайней льдине, без валенок, расстроенный, стоит в снегу по пояс. Спешил на ужин к бабушке и перепутал полюс. Попал на полюс северный, а сам хотел на южный. И вот стоит растерянный и кажется простуженный на самом крайнем севере, на самой крайней льдине, где не было до этого пингвинов и в помине, где миллионы айсбергов, а может даже тысячи, где никакая бабушка пингвина не отыщет. Стоит пингвин заброшенный, один в глуши арктической, и ничего хорошего уже не ждет практически. Но тут пригрело солнышко, и откололась льдина, и к бабушке в Антарктику доставила пингвина. И кончилась история совсем не так уж плохо. Обрадовалась бабушка, на радостях поохала. Ну, вечно происшествие, ведешь себя как маленький. Уходишь в путешествие и забываешь валенки. Потом пингвин поужинал и понял окончательно. Конечно, это здорово гулять самостоятельно. Такое приключение мне в жизни пригодится. Могу теперь, пожалуйста, где хочешь заблудиться. Хоть сам, хоть вместе с бабушкой. Хотя, пожалуй, лучше ей гулять на крайнем севере, лишь в самом крайнем случае.